Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы будем с вами учиться шить холодай. Это якутское национальное платье. Впереди ждет нас череда праздников. И, конечно, мы все очень соскучились по нашим праздникам, когда мы все вместе встретим наш якутский Новый год Бесэх. Дорогие друзья, у начинающих мастериц, которые сами решили сшить платье якутское на наш национальный праздник, сталкиваются с рядом трудностей. Одна из которых – это правильно раскроить, сшить манжет на нашем платье и обработать край нашего платья, верхний край. Сегодня с этой проблемой, как с ней справиться, нам расскажет мастер по шитью легкого платья. Это Туяра Дьячковская. Здравствуйте, Туяра. Здравствуйте. Ну что, начнем? Ну да. Вот обычно, когда только начинают учиться шить, в основном женщины наши встречают проблему именно в обработке манжеты, да? Поэтому я хочу очень коротко рассказать, как правильно стачать и как правильно шить манжеты. Ну, я вот приготовила выкройку манжет. Конечно, сперва вначале снимаем обхват здесь, размеры, и по размерам выкраиваем вот такую вот манжету. Ну, берем ткань и раскраиваем основную ткань и также флизелин. Для чего нам нужен флизелин? Это для придания формы, да? Допустим, чтобы ткань была достаточно-таки плотная. В нашем случае мы взяли креп-шифон, ну он чуть-чуть плотнее, чем обычный шифон, да, тонкий. И сперва обязательно обрабатываем флизелином, и это делаем мы утюгом. Можно по разной технологии сделать, но обязательно флизелин сперва слегка замачиваем и утюгом приклеиваем флизелин к основной ткани. Обязательно клеим с изнаночной стороны. Хорошенько вот так придавливаем, чтобы клей зафиксировался к ткани. Да. И ну вот, примерно я вам показала. В основном ошибку допускают при склеивании флизелина. Да? Если неправильно приклеить флизелин, оно потом отклеивается. Ну и, соответственно, уже вид товарного вида, красивого вида не будет. Поэтому вот слегка придавливаем утюг и где-то примерно пару секунд оставляем, чтобы клей растаял и зафиксировался. Ну вот, я уже подготовила вот такой вот манжетик. Теперь, конечно, мы делаем рюши, чтобы наши манжеты были красиво оформлены. Вырезаем вот такую вот полоску и край обрабатываем оверлочным швом. Но на оверлоке можно ролевым швом обработать, да, либо же подгибку сделать, есть у кого, допустим, нету оверлочной машины, да. И чтобы сделать сборку, обязательно делаем строчку. Строчку обязательно нужно сделать пошире. Ну, у меня, видите, машинка практически автоматически сама делает сборочку. А на обычных бытовых машинках это будет, ну, выглядит прямо. Теперь присбариваем, берем нижнюю ниточку и вытягиваем. И делаем вот такую сборочку. Видно, да? Вот так вот. Это будет нежно, красиво. Главное не перепутать лицо и изнанку. Вот такие вот заготовочки мы делаем. Можно по краю тоже сделать строчку. И уже иголками зафиксировали. Присбариваем до нужной длины. Оставляем по краям для шва. Сантиметр примерно. Ну да, где-то так. В основном
оставляют либо сантиметр, либо 1,5 сантиметра. Сборочки распределяем очень красиво, аккуратно, чтобы все было ровненько. Вот так вот распределили. И делаем вспомогательный шов. Ну, я обычно делаю вспомогательный шов, чтобы при шитье все это выглядело аккуратно. Можно сделать закрепочку. Вот. Видите, как красиво получается. Дополнительно можно украсить тесемочкой. Вот для этого платья мы выбрали специально потемнее оттенок, чтобы уже... Это хлопковая тесьма, да? Нет, это смешанный, это синтетический. Бывает, конечно, разного качества. Широкие, тонкие, синтетические, хлопковые. И вот для красоты можем поиграть. Просто вот это платье будет с жилетом, и бархатный жилет у нас должен быть. И клиентка захотела, чтобы тут игра цвета была. Поэтому мы вот выбрали вот такие вот тесемочки. И можем пришить сразу же, да. Ну, тут уже по оттенку нужно выбрать нитку. И тоже делаем, соединяем. И самое главное, для пуговиц нужно сделать петельки. Петельки мы делаем воздушные. Ой, ну это такой самый это сложный. самое сложное, и это очень нужно аккуратно сделать. Берем полоски. Полоску обязательно выкраиваем не по долевой нити, да, а по диагонали, чтобы она вот такая тянучая была. И опять-таки тоже так уменьшаем ширину стежка и вот так вот, просто по прямой. Но это требует очень такого аккуратного подхода. Видите, да, вот очень тонко. Лишнее убираем. Убираем лишнее, но по краям я в основном оставляю где-то 3 миллиметра. Лишнее все убираем. Теперь самая сложная часть. Я беру потолще иголку, одеваю вот так вот, пропускаю через узелок и видите, смотрите, иголочку Тупым я концом? прямо тупым концом провожу через вот эту, можно сказать, трубочку. И мне нужно сейчас вывернуть. Наизнанку. Да. Тут надо очень аккуратно стягивать. Это процесс такой нелегкий, особенно когда петли хочешь делать потоньше. Я люблю всегда делать тонкие и аккуратные петли. Но для этого чуть-чуть как бы нужно посидеть, не спеша. Вот это все выворачиваем.
Вот как Вот, получается, видите, как получается. Ну, когда ткань не сыпучая, да, это как-то делается попроще. Бывают такие очень тонкие ткани, когда ткань натуральная и тонкая, допустим, когда шифон делаешь, да, оно может, так убираем. Вывернули. Вот такой у нас получился шнурочек. Вот, из основной ткани. Ну, бывает, женщины выбирают, ну, те, которые вот так не умеют, обычно иногда берут уже готовый шнур. Но это уже будет смотреться грубо и не под цвет ткани. Поэтому я всегда делаю из основной ткани вот такой вот шнурочек. Ну и трудно подобрать тон в тон. Да, это очень сложно. Если готовый шнур. Да, потом берем, вот смотрим размер пуговиц, вот такие вот пуговички. Мы специально пуговички тоже подобрали в тон прямо тесьмы. Вот смотрите, как красиво она переливается. Вот тут видите, как бы темное такое. Два цвета как да, выбрала. И оно внутри вот так вот. Есть, когда вот идеально делаешь подборку фурнитуры, да, и тесьмы, это очень все красиво смотрится. Теперь, ну, в моем случае, я вот разрезаю на такие кусочки. По размеру пуговки. Да, по размеру пуговички. Потом делаю разметку. В основном на манжетах ставят либо 5, либо 7 пуговиц. Почему-то вот нечетное количество. Также отступаю 1,5 сантиметра от нижнего среза и отмечаю по 2 сантиметра. Так вот. Вот. 1, 2, 3, 4, 5. 5 пуговичек у нас. 5 пуговичек будет. Ну, если 7, то это зависит от ширины нашего если, манжета. допустим, девушка хочет пошире манжету, то уже количество пуговиц добавляется. Теперь вот так вот сгибаем аккуратненько. Где мы отметили, прошиваем очень аккуратно. Ну, на самом деле, это несложно, я так вот примерно прикинула. Кому-то сложно, да, а кому-то это... Вот для меня это несложно. Но это нужно очень аккуратно. Это просто нужно все делать аккуратно. Не спешить. Да. Торопиться тут ни к чему. Да, ни к чему. Все должно вот так вот, все спокойненько. А примерно вот по времени, вы же мастер, сколько занимает шитье вот одного холодая? Ну, как мой муж говорит, у меня рекорд был 5 платьев. Ну, я-то уже как мастер. Кто-то делает очень медленно. Это у кого как. Кто-то может шить это месяцами. Почему-то считают шитье холодая просто. А на самом-то деле это непростое дело. Тут очень много, видите, я 6 пуговичек поставила. Вот и все. Петельки наши готовы. Вот так вот. И уже осталось соединить вторую деталь. Вторую деталь также вот здесь вот выкраиваем. Тут я полностью не прикрепила. И используем также флизелин, да? Обязательно. Но я почему-то вот, мне нравится так делать. Это в зависимости от плотности ткани. Если ткань плотная, то можно только сделать на основной, да? А когда ткань тонкая,
то лучше продублировать лицо и изнанку. Тогда манжет будет такой, он стоячий такой. Да, вот, она держит именно форму. Но у кого обычный утюг, то можно приклеить через влажную тряпочку. У меня это профессиональное как бы оборудование, поэтому и защитные вот эти насадки, они как бы ткань не портят. А сколько стоит такой утюг? Этот утюг дорогой, это итальянское качество. Оно стоит где-то, наверное, от 15 и выше, в зависимости от объема. Тут добавляем воду, и это как парогенератор паровой. Тут мощность очень большая. Это ну, как бы профессиональное оборудование. А вы не сказали, вот вы шили 5 платьев за какой период? За сутки. Вот это да. Ну, потому что нужно было срочно сделать. Ну, там отделок не было таких, ну, красотуля. Там просто как основная база. Без вышивки, без красоты, без тесемочек. Также закрепляем основную деталь с нижней деталью. И также припуск 1,5 сантиметра. Аккуратно убираем сборочку вовнутрь. Ну, по сути, получается манжет из 2 деталей, да? Да. А Это так не выкраиваете 4 детали. И на каждую манжету по 2 детали получается. Но это не считая наших оборочек, не Да, считая петелек. Да, да. Только основная. Скажите, а вы вот шьете же давно, а у вас есть какой-то вот пошаговый, ну, как бы урок, начиная прям с выкройки для Очень начинающих? многие просят сделать мастер-классы, но, к сожалению, у меня времени совсем нету. Совсем времени не остается, потому что всегда очень много заказов. И как-то, ну, наверное, когда-нибудь созрею. Хотя я по образованию учитель рисования и черчения, и вот эти навыки мне помогли как бы по жизни учителем. Я лишь только отработала 7 лет где-то здесь у нас. Вот смотрите, теперь самое главное. Помните, у нас тут вспомогательная такая нитка была, которую мы переспорили, да? Вот это вот мы убираем. То есть она уже не нужна? Да, она уже нам не нужна. И вот такой элегантный получился у нас манжет. Ой, тут надо очень аккуратно. Хочется побольше показать, поэтому тороплюсь. Ну, спешка здесь ни к чему. Ни к чему. Это вы абсолютно правы. Вот так вот убираем.
А нужно еще проутюжить? Обязательно. Вообще у нас влажную тепловую обработку в основном проблему, ну, как бы встречают наши женщины, да, не умеют правильно делать. То есть всю последовательность, всю технологию, да? Даже я больше работаю утюгом, чем на машинке, потому что это все правильно нужно делать. Также аккуратненько все. То есть утюжим и до начала, и после. Да, когда изделие почти после готово. каждой Деталь. обработки, да, после каждой строчки мы обязательно делаем ВТО. Вот так придавливаем. Еще вот такой маленькие хитрости бывает. Вот так вот можно чуть-чуть придавить. Тогда швы будут очень аккуратные. Вот так вот. Вот и получился наш Да, манжет. Осталось пришить Тесьму. пуговички, ну и тесьму. Вот так вот. Все аккуратненько должно Ой, быть. как красиво. Вот так вот. Ну, тесьму можно, я обычно, это я просто поспешила, да, тесьму я обычно вот эти кончики прячу, в шовчик ставлю, чтобы оно было. Просто здесь мы еще должны оформить бисером. Специально также вот подобрали бисер. Вот к этой тесьме. Бисер я всегда покупаю в бисерной лавке, так как там выбора очень много. И вот эту красоту будем делать на манжетах. Оформлять уже Да, бисером. да. Там будет не вышивка, а просто где-то вот вы... Местами. Я просто потом покажу, как это будет выглядеть, да, на уже готовых изделиях. Вот здесь, допустим, смотрите, вот это вот платье, конечно, она не холодай, а стилизованная, скорее всего. Вот также оформили вот пуговички, тесемочкой украсили и сделали вышивку. Ой, как красиво. Тут, смотрите, 2 ряда оборочек. И вот рукав такой пышный у нас получился. И взяли, украсили искусственным жемчугом. Тесьма тоже необычная. Вот так вот. То есть такая бахромистая. Да, бахромистая. Ну, девушка захотела такое контрастное, чтобы... Поэтому мы выбрали белую тесьму. Очень нежно Да. получилось. А так крой по косой. Здесь раскроено по косой. Тут мы сделали как бы жабо, ну и горловина. На стоечке. И вот такие тоже 2 ряда рюшечек. Ой, ну невероятной красоты. Рукав платье. здесь реглан. Реглан – это когда плечо и рукав в едином таком. Вот так вот выглядит. А сколько получилось по расходу ткани? Здесь 5 метров. Здесь расход 5 метров, потому что когда по косой нужно кроить, это очень большой расход получается. Это крой, ну, не по прямой кроится, а по диагонали. Зато оно смотрится красиво, воздушно и на фигуре очень хорошо сидит. Очень элегантно. Да. Ничего особенного такого лишнего нету. Просто мы обыграли тесьмой и бисером. Вот и все.
Дорогие девушки, вот посмотрите, вот такой элегантный манжет у нас получился. То я расправилась вот с этой работой буквально за каких-то 20 минут. Я думаю, при какой-то вот такой, знаете, если вы поставите цель перед собой, у вас тоже получится. Я тоже думаю, надо попробовать, ну просто вот как вот изготавливается вот такой вот манжет. Вся технология, ну, подробно описана в нашей программе, показана, так что пробуйте.